Так, релакс видео про якутские просторы. Это вот Томот проехал. Томот 450 до Якутска. Спешить некуда. Понедельник выгрузка. А сегодня воскресенье. Да какое сегодня число там? 18 февраля. Минус 29, в общем, потеплело. Ну, в Якутске что-то ночью 40, там, наверное, 42, что-то такое. Так это у меня колесики мои показывают, давление было. Парит, короче, газует. Выхлоп видно, то есть он после тридцатника, наверное, так где-то эффект. Ну, в районе тридцатника типа. Верхний МГ-81 У 160. Ну да, тут в принципе верхняя Амга, там сейчас мост строят, только городок стоит этих строителей, уже ни кафешки, ничего не осталось, не знаю, раньше была. В Улу еще пару кафешек, тройку, да, там с переменным успехом работают. На Карбыкане там закусочная, что-то такое есть. Ну, в районе, может, там не Карбыкан, но что-то. Тут за 450 километров, короче, штук 5 мест, где поесть. Скоро этот асфальт закончится, чуть-чуть кривого потом асфальта и новый вообще участок, где Риги, ну, Рига 1, Рига 2 подъема раньше были. Там все асфальт уже полностью самый новый, который здесь на якутской трассе. Оп, конец того асфальта. Ну, тут слегонца такой он будет. Ну, ехать можно, но уже амплитуда появилась, ходовая заработала. Ну да, ну вот этот снежок впереди видно идет, сыпет, из-за этого и тепло. Так-то обычно тут поморознее. Ну, ночью-то по-любому подморозит еще под утро там. Что лес горел, видите, такие молодой лес уже вышел и остатки старого. пожары были, ну.
вот сейчас вот наверх здесь поднимаетесь, и раньше гравийка была, а теперь все новый асфальт. Что же, все равно что-нибудь заснять, все же говорили, дорогу давай. Вот видите, остатки, пожар был, деревья все, ну так конкретно горело, что обычно тут как бы это, то низовой пройдет, то еще что-нибудь, а так вот видите, все тут выгорело. И это было еще, наверное, в 90-х годах, что-то такое, наверное. Или может, ну нет, да, вот эти, тут-то деревья растут как бы помедленнее, тут, грубо говоря, вот когда, елки-моталки, когда такой мороз, там все процессы-то в дереве останавливаются, тут получается, если... Ну, такое деревце сантиметров 20 толщиной, то кому там 100 лет будет. Ну, потому что времени расти-то получается 3 месяца в году. Все, вот выгоревшее оно. Относительно, кажется, ровно, но 6%, по-моему. Так, это я вот сколько снимаю, по-моему, вот это вторая машина, да, которая навстречу проехала. Ну, тут, в общем, такая движуха. Для тех, кто на западе катается, вообще удивительно, наверное. У нас ночью там поедешь, что табуны носятся машин. А тут как бы вот видите, сзади никого, сколько видно. А когда еще, ну, парома нет, например, тут вообще машин по нулям. Я как-то ездил, когда это было, конец апреля, наверное. Ну, еще на перегруз, в общем, там еще вездеходами что-то перевозили, уже самое последнее там. Вообще едешь, не знаю, полдня 3 машины, наверное. Ну, логистика вся замирает, пока река не откроется, паромы не пойдут. Ну и, соответственно, пока замерзнет переправа. Тоже уже в ноябре, наверное, прекращается навигация, и там... Перед Новым годом первые маленькие машинки пускают, потом побольше, побольше, побольше. И уже сейчас после Нового года 40 тонн, по-моему, стоит без тяхи, уже можно всем ездить. Ну, там 1,5-2 метра, наверное, лед. И, ну, по основному, сколько там едешь, километров 12, наверное, по реке. Ну, уже в темноте буду проезжать. Не знаю, может, обратный путь там засниму. Что-то у меня знакомые ездили там в этом году, говорит, так себе. Зимник там весь в трещинах, в ямах там. В том году я как-то ездил, вроде вообще там пару мест таких, ну именно съезды, заезды кривоватые были, а так идешь, вообще идеально было по реке. Пожар тут мощный был, выгорело, видите, все в молодом уже лесу. И впереди даже дороги не видно, снежок сыпет, но... Это новый, кстати, да, асфальт. Тут сверху уже гравийка шла. Там АБЗшка дальше стоит. Вот сейчас поднимемся, спустимся, будет АБЗ, по-моему. Или, нет, через 2 горы. Ну, получается, тут в этом районе прям нормально добавили асфальта. И этот, из АУ тоже уже асфальт. Там кусочек был километров, наверное, не знаю, 5, может быть. Так что я разогнался уже, 3-е положение горняка, но она все равно. Уклон есть такой, что
пока с радиуса не выносит. Это третье положение горного тормоза, ну, спуск затяжной. Да, вот вся петля ни одной машины. Так уже что-то на горняке даже это. Ну, 12-я передача. Отпустил, ладно, что горняк мучать. Это накат у машины нормальный. 125. Ручей Рига. И раньше были, да, вот тут вот, видите, старая дорога. И туда выход. Ну, как бы можно было в межсезонье поподвисать тоже здесь. Такой как... Тут же выемки поделали, все это. Тут насыпь подняли, там срезали гору. Ну. А раньше Рига 1, вон она уходит туда, прям наверх. Ну, амплитуда повыше была, подъем покруче. Уходили. Да, на выходе 76. В общем, до Якутска 396. А тут раскат еще, по-моему, круче будет сейчас. Можно, наверное... Ну как, тут у меня получается на круизе я могу поставить 140 максимум. Ну, по идее будет ехать. Я не проверял. Ну или ладно, лучше придерживать, а то она сейчас опять полетит. На 11-й-то она не будет разгоняться уже. Что такой поворот, как бы радиус, если 125 нестись, то можно где-нибудь вот там в конце запарковаться. Тут уже можно отпускать, ну, чтобы энергию наката использовать на выход из подъема. Малая Рига. Ну да, знаки поставили, то не было их. И кафе тут было Рига, да, как мне писали. Я что-то сначала, ну, тут знаки ж не стояли, думаю, что Рига. Тут подумают, что это Латвия. Потихоньку, да, заканчивают дорогу. Уже, считай, Соловьевск объезд сделали. Открыли здесь асфальт. Ну, там, конечно, уже Качекацы, это где-то 100 до Бестяха. После них там асфальт еще, ну, он уже давно такой, уже весь покореживал. Ям как бы нету, но он такой, ехать не по кайфу, там быстро очень потряхивает. Ну, кусочек примерно там. А, он, по-моему, как раз до Качекац такой кривой, а потом уже что-то, по-моему, где-то получше начинается уже перед самим Бестяхом. Тут-то вообще в идеале как бы.
Хотя уже, видите, вот начали волны какие-то появляться. Еще 2 года назад там поверху ехали. Здесь выемка как раз копали. Ну, я имею в виду зимой 22-го года. О, тут уже, видите, покорежило с конца. Да, асфальт чистенький, белый снег тоже вокруг, ни пылинки нету. Тут, видите, не посыпают. Ну, так, в принципе, мороз стоит. Она вроде дорога белая, но она не скользкая. Это уже солнышко начнет пригревать там через месяцок, может, и это начнет как бы это гололедиться на ней, а так она как асфальт. Вот здесь дорожники, вот асфальтобетонный завод, здесь городок. Тут она на вахте, тут, наверное, тут и вагончики все живут на месте вообще. Не знаю, сейчас они без дела, наверное, все законсервировано. Не, ну дорожки почищены. Что-то, наверное, потихоньку там. Да, вот она, машина встречная. Тут редкость вообще. Сколько уже опять прошло времени после проходил навстречу там. Еще на первой Риге, получается, мы на спуск начинали идти. Ну, может, еще, конечно же, воскресенье, как бы так, движухи так сильно нету. Хотя, кто издалека едет, там все равно, воскресенье, не воскресенье. Тут как приехал, так ручей без названия написали. Б/Н. Это надо объявить конкурс и придумать ему название. Что это такое? Не, ну может... ну да, такое название, что ручей без названия, это и есть название. Безымянный, короче. Так, ну надо часа на 2, наверное, заснять. Да, новая. Верхняя Амга сейчас даст. Следующая. Ну, как раз вот до Верхней Амги нормально. Видос получится. Правда, сейчас этот асфальт здесь закончится. Там начнется асфальт, который до этого асфальта делали. Там уже, да, на мостике надо сбавлять, потому что там можно произвести катапультирование. Стоянка натоптанная, почищенная. Не знаю, камера выдержит. Нет, ну если что, вырубится, значит это камера, все. Сколько у нее там хватит времени. Ну, без подзарядки. Я какой-то аккумулятор купил, какой-то усиленный.
не позаготавливаешь. Там же, по-моему, как от... Ну, деловой лес, по-моему, минималка 16. Это там верхушки какие-нибудь. Ну, типа, что там, что-то делают с него. А тут он весь, по-моему, специально в длину растет. Короче, в ширину не растет, чтобы не запилили. Нет, тут есть, по-моему, лесозаготовки где-то возле Томота. Ну, тут, по крайней мере, побогаче лес, чем там вот в Нерюнгри, где становой хребет, там вообще как бы эта лиственница такая вся маленькая растет. Тут уже вон ели встречаются. Ели, сосны и чего-то еще. Так, вот знак. Неровная дорога. Ой, можно подсбавить, потому что тут как бы вот, тут их прямо просто так не ставят. Так, куртка шелестит. А, вот она, вот она, вот этот бугор обозначен. Ну, это еще такой, да. Но, кстати, не было раньше его. Я ж тут все бугоры помню, где можно подпрыгнуть. Сейчас вот внизу будет, ну там раньше прям вообще жестко можно было скакануть. Чуть-чуть подремонтировали уже так. Проверка, рессор на прочность, в общем, да. Спуск. Ну да, вон они знаки стоят. И в поворотике там мост небольшой. А так тут если не держать машину, ну видите, да, сами дорога более-менее, да, никого вообще нету. Можно так отвалить, потом собирать машину из кювета. Так даже можно 100, мне кажется, это много. На 11-й, на 3-м горняке. И оно, как правило, такие бугры по встречной, когда проходишь, меньше протряхивает. Не знаю почему-то. Ну, видать, как-то, ну, накатывается он в определенный этот, ну, откуда усилие идет, грубо говоря, нагрузка. Ну, все ж подпрыгивают и трамбуют там. Грунт, наверное. Потом, ну, вначале, понятно, там оттайка корежит дорожное полотно, а потом все ж уже ударными нагрузками, машинами дальше уже начинают формировать там или яму, или что-нибудь еще. Короче, работаем вместе. Природа и мы тут. Кто-то запарковался. Кстати, поворот и дорога уходит в Зимник. По-моему, если не ошибаюсь, это вот артель Амур там. Туда, по-моему, километров, наверное, 700 или 800. Я не знаю, кто тут местный там. Подскажите, если не ошибаюсь.
дорожка пошла, и есть там где покататься. Ну, с расстояниями, может, ошибся, ну, по-моему, где-то я слышал такое, ну, 800 или что-то такое расстояние там до крайней точки, куда этот зимник. Может, раньше делали так, когда там в советское время-то эти золотодобыча там была. Артели сами там эту дорогу строят, завозят там все. Потом уже сезон, когда вода пошла, начинается промывка, а вот сейчас по зиме все завозится, а потом уже оттуда особо и не выедешь. На сезон, грубо говоря, заехали. Уже ни мостов же, ничего там нету такого. Ну, наверное, там, если прям срочно надо что-то на супер вездеходе, ну, уже объем не затащишь. Проблемно будет. И пока сезон идет, все моют. Ну, в основном же здесь везде промприборы эти ставят и промывают породу золотосодержащую. В основном, как бы там ручей какой-нибудь или речка с крыши делается, и вот уже слой песка этого. Все на промприборы погнали. Кубометры накидывать. Это считай 782, ну 780, наверное, километр этот сворот. Солнышко уже радует, дело к весне, в общем. Ну, тут еще в апреле-то снег будет, а дорога уже будет сухая. Да, где-то вот в этом районе, да, не доезжая километров 80. Как-то с батей ездил в рейс. Это было, по-моему, 23 февраля, точно помню. И это, на выстрел переднее колесо. Пустыми с Якутска ехали. И так машина, ну как бы ушли в кювет, ну так вот буквой Г сложилась, на колесах осталось. Ну вот это колесо стрельнувшее вывернуло, тягу там согнуло, короче, рулевую. МАЗ-504 был, трехосная пуля, но... Ну, сам двухосный, но сама сцепка была с алкой. Ну, получается, на алке одно колесико, ведущее колесико и рулевое. МАЗ-504 еще головастик такой, да. Ну и все, батя уехал на попутках. Рулевую тягу в томот, а я там с лопатой окапывался. Колесо там снял пока. Но уже тогда тепло было, да, это 23 февраля. Плюс, ну, то есть не плюс, минус 10 было, но солнце так прямо жарило. Ну, плюс это лопатой помахал там, пока это чистил все. Где-то, да, вот в этом районе. Ну, еще дорога гравийная была. Ну, скорее всего, она, ну, ее же расширяли вот эту именно, ну, где-то в этом районе, да, тогда. Что-то я как-то быстровато заезжаю. Как этот, сейчас с пацанами общался. Маяк, вот эта кафешка есть. Саня, да, по-моему, это видел. Саня, да, с Андрюхой. Они как раз проводили конференцию, мне тут на прямую связь выходили.
кафе «Маяк», которое за сбегами там или перед сбегами, смотря с какой стороны ехать. Ну, по трассе от Читы. И туда с контейнером на спуск шел и решил заехать в кафе. И, короче, его прицеп затолкал, там наскользано все ж выезжают. И он, получается, заходил, и контейнер его сложил. Получается, он в кювете. Контейнер перекрыл въезд вообще на этот маяк, там, не знаю. Как там? Ну, получается, все, выехать невозможно с него, а его вытащить тоже так непросто. Это в плане того, что так резко в поворот заходишь, тебя может прицеп толкнуть. И есть, как говорится, ножницы. Так что, Саня, Андрюха, вам привет, в общем, персонально. Ну да, так вот посмотришь по дороге, да, всяких ситуаций чудесных. Ну, по большому счету, да, там скорость поменьше, ничего бы не было, да, чуть. Что, как я вот снял в прошлом видео, которое этот, ну, прям спуск, там тоже в поворот, видно, несся, этот тормознул и улетел, сложило. А там, получается, такой еще, ну, поворачиваешь и на спуск, и поворот. А наклон дороги такой, что, ну, тебе и так поворачивать надо, тебя выносит в ту сторону, еще и уклон в ту сторону. Там, наверное, машина пошла, и все. Он, конечно, на свою полосу ушел, но это, скорее всего, уже последствия там. Короче, лучше потише. Да, расход что-то у меня в этот раз 42. Ну, я считаю, третья ночь на моторе. Как бы, ну, с Новосибирска это, да, веса. Сейчас 18,7 показывает. Ну, на самом деле, там, когда стоишь 19 там, с копейками. И плюс у меня где-то 400 килограмм погрешность. Ну, я на весах проверял, когда общую массу полную взвешиваешь. Ну, грубо говоря, 19,5 в максималке, наверное, где-то так веса у меня. Так, а тут я что-то знак-то неровная дорога не видел, но как подпрыгнем вместе с вами. Не получилось. Едем. Да, все время кажется, что впереди снег. Дымка такая стоит, но как-то его и нету. Видно, такой мелкий-мелкий сыпет, что так и незаметно его. Короче, видео для сна получилось. Ля-ля. Тополя. Едем. Теплеет, кстати, 28 стало. В минусе. Связи тут нету. В Тамоте поговорил, все, дальше тишина по этим всем. Нет подключения к сети. Это МТС.
Мегафон. Нет сигнала. Ну, получается, в Амге, я не знаю, там... Ну, вот это верхняя Амга будет. По-моему, тоже ничего такого. Там, может, на горе что-то хватает. Это... А в Улу Мегафон стал работать. Ну и потом уже там, да, поближе к Якутску есть связь. Там уже там поселки идут, начинаются там где-то кое-где. Одно время Мегафон работал почти везде по трассе. Видать, оборудование из строя вышло, решили, что это не стоит заморачиваться. Где-то в году, наверное, в 2009-10, наверное. Вот ее монтировали, наверное, здесь была связь. Ну, не прям сплошняком, но я имею в виду побольше как-то. Да, удивляет, что следов как-то нету, зверья всякого. Снег прям идеально, чисто ровненько, ничего, никого не пытался. Хотя, наверное, все под снегом там сидят, мышкуют. А хотя вот там вот было, да, что-то. Кто-то все-таки тут живет. Так, сбавляем. Река Китай-Барага. А, тут, кстати, качественный прыгун, да. Опа. Ну, то есть, если так идти на всех парусах, то по кабине придется собирать вещи. Меня кто-то догоняет, кстати. Я вроде и немедленно еду на круизе 90. Это, скорее всего, какая-то китайская техника без ограничителя. Расход начал падать. 41 стало. Не, ну так, если бы не на моторе я ночевал, то, ну, наверное, где-то в районе 38, наверное, так вот было. Еще я когда в крайний раз в Якутск ездил, у меня было, по-моему, 33,1, что-то такое. Ну, это тепло было. С Москвы. 20 тонн тоже. Ну, оно, да, холод сказывается, но все равно это... Расход топлива более, смесь богатая. Да и места такие. Тут я как-то обнулял расход именно в Невереде. Сворачиваешь на Якутию. Расход обнулил. До Алдана 67 было на 100. Ну, там просто одни горы. Гравийка еще тогда была до Тынды. Там крадешься. Сейчас-то до Тынды уже все. Не хочу. Ой, я сейчас это в кафешку пойду. И заодно аккумулятор позаряжаю чуть-чуть. И это буду вас дальше мучать. До верхней Амги будем. Все по плану. Так, давай. Ситрак. Да, я угадал. Техника китайская. Малиновая пуля. А, ну пустой. Здесь вот держат еще люди, вот живут здесь. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это же, да, вот закусочная. Вообще просто. Тут морозяки вечно все. Ну, считайте, до тому-то около 100. И, ну и верхняя Амга, она как бы там людей-то нету.
А, это Муасталах, да. А это следующий Кербакан будет. И тут сразу... Опа! Прыгун. 801 километр, короче. Сейчас он что-нибудь... Или это не то? А, нет, то, все правильно, да. Так, там сзади никого у нас. Закусочная здесь. Позакусывать. Слышите, как снег скрипит? На морозце. 540-й тоже этот Ситрак. Ну да, тут видите, вот держат кафешку, живут тут энтузиасты, чтобы нам было куда заехать. А то после тому-то получается до АУ там 200 километров только. И то там как-то последнее время кафе, ну закрыты. Днем подъезжаешь, закрыто, не знаю, что они там по настроению работают или... Ну, видите, такая движуха тут как бы, да. Сильно это выручку не сделаешь. Машин мало. А сюда я стараюсь заезжать тоже. Так что 801 километр, все сюда. Все удобства. Как говорится, офис неизвестного архитектора. Тут тоже 540-я 6х4, я так понял, да? С этим, со шторой 110 кубов с виду выглядит. О, видишь, если бы я сюда не заехал, так они меня догнали, обогнали бы. Ладно, все, заряжаю аккумулятор. Все, отметился. Закусочная, таежная. Отлично покормили. Тут фирменное блюдо вообще чебуреки, я так понял, но я не брал его. Все берут. Покатились дальше. Рев слышно, хотел это. Снег как скрипит. Снег скрипит. И погнали. Тут чуть-чуть уже осталось. С полчасика, короче. Так, можно не разгоняться. Впереди замечены знаки «Неровная дорога». Как говорится, их зря тут не ставят. Да, тут будет прямо возле Верхней Амги, как раз когда с той стороны идешь с Якутска, перед Амгой там такие прямо прыгуняки. Такой легкий поворотик, хорошая дорога. И под мост заход. Там даже как-то легковушку доставали эвакуатором уже. Что он, видно, катапультировался через встречку. Так, это у нас река Мадут. Это ЖД идет на Якутск, ну до Нижнего Бестяха.
частная. Ну, не РЖД дорога тут. Она, по-моему, от Нерингри начинается до Якутска. Это, ну, в общем, не дорога не РЖД республики, или, не знаю, или может вообще частная. Да, на легковой тут, конечно, можно где-то, ну, попасть вот с этими прыгунами, потому что дорога в основном, ну, такая идет, да, ну, едешь и едешь, едешь и едешь. Если невнимательно смотреть, можно прямо нормально так встрять, потому что тут есть волны или на мостах стыки такие. Ну, я имею в виду по скорости, будешь там 150 наваливать. На грузовике как-то не так актуально, но на легковушке можно и без колес остаться. Так, что-то я подзабыл, конечно, Верхняя Амга, какой километровый. 906 это Улужа, через 100 километров получается. А Амга, ну, наверное, 20 еще до нее. Что-то такое, может. Это я с дома выехал 36,4 расход, 9,530 наездил, ну, на Новосиб, и с Новосиба дальше 4,855, это от Новосиба сейчас, а это у меня расход за последние 37 тысяч километров, 31,3. Ну, там я, конечно, это пустым поездил, да, тоже с Якутии туда-сюда, там с Хабаровска, потом с Забайкальска еще куда-то. Ну, я вез оттуда сколько, 9 тонн у меня было, да, потом такой расход 31. Пустой, легкий, короче. Ну, правда, на моторе тоже был, потому что в Забайкальске там 30-ник с ветром, я что-то это, ну, не захотелось замораживать машину. Что у меня вот сейчас ошибка, кстати, вылезла. Вот сюда заходишь, перестала видеть этот. Вот. Показывает зарядку, все на вольтметре, да? А дальше запланировать ТО по состоянию АКБ не показывает. Это я в Новосибе стоял и автономкой, наверное, за 2 дня засадил аккумулятор. Они, видно, в красную зону зашли. Ну и вот эта ошибка появилась. А теперь зарядка-то идет, все нормально, но ошибка не скидывается. Ну, ключ, когда поворачиваешь, она типа пишет низкая емкость АКБ. Ну, у меня-то пусковые, вот следующее, видите, состояние пусковых АКБ 100. Ну, то есть ты стоишь, и я, получается, автономка выключилась, видно, вольтаж упал, а я ее взял вдогонку, включил под утро, она еще работала там. Ну, видать, какой-то блочок ответственный за это не понял, что случилось. А пусковые-то они всегда, грубо говоря, машину можешь засадить в ноль, там все. А запуск 100%, 2 отдельных аккумулятора. Ну, такие 70-ки, я так понимаю, они там. Они просто на пуск двигателя больше никуда не расходуются. В общем, надо будет куда-нибудь заехать. Ну, уже в Челябинск, наверное, заезжать буду. Я же хотел все-таки это клапана порегулировать и, может, прокладки на выпускном коллекторе сделать. Ну, потому что прокладки менять, они говорят, ну, на весь день. А я на ТО записывался, там и так времени, ну, окошко там типа есть свободное. Если на вот это записаться, там чуть ли не за неделю надо, наверное. Ну, постоянно там в Челябинске там Volvo
Инфоцентр. У них там движуха, в общем. Дня за 4 там на ТО записывался. И то особо там время на выбор не было. И вон. Тут что-то как-то знаками не обозначили. Кривуны. Сейчас это, подъедем к Амге, заодно дорогу покажу. Там, да, к Амге подходишь, там живописные виды летом, особенно там одна река, тут Амга, тут скала с этой стороны. Сейчас-то так белым-бело все. Скука глаз хватает. Тайга и сопки. Снизьте скорость, предупреждает. Сейчас она сама снизится. То есть раскаты такие идут. Я отпускаю машину. У нее накат как бы нормальный. Сейчас я обычно там, где загруженные трассы, конечно, я все время там на втором положении горняка за всеми качусь. Тоже как бы вроде позитивный момент, что накат. Но я просто всех догоняю. Ну, диски легкие, аж алюминиевая вся машина на них, они, получается, накат из-за этого еще. Ну да, я даже когда прицепа был, даже расход на пустой был 18,7, что-то такое. До этого 19,7, по-моему, самое меньше было. Ну, когда железные там были. Ну, как оно, вроде масса колеса, когда меньше, ну, и легче машине катиться, в общем. Ну, и тормозить легче. Да, диск, получается, это 27 кг всего. А железный там полтинник.
конечно, когда высоко сидишь на грузовике, обзорность, конечно, не сравнить с легковой. Высоко сижу, далеко гляжу, называется. А не вон, следы кто-то бегал, ну. Там следы кто-то ездил. А так, ну, маловато, честно. Да, вот, гляньте, сколько площади, да, это снега, и никого не бегало тут. А вот тут есть чуть-чуть, ну. Все, короче, в спячку впали, наверное. Ну, надеюсь, скоро будет верхняя Амга, конечно, но а то видео затянется, да. Не, можно, конечно, на круизе 140 поставить. Тут спидометр как бы до 120, но цифрами-то дальше показывает. Ну, круиз, в принципе, добавляешь, когда он до 140 добегает. Ну, так плюс тынч по 5 он. Не, я не буду разгоняться, просто вот 125, 130, 135, 140, все. Ну и по идее, как бы, если все совпадет с горы, он навалит. Что, обороты будут, наверное, там сколько, я не знаю, 1800, 1900 где-то. Ну уж эти цифры, убежала красная точка туда, ниже плинтуса. Так, ладно, я сбросил. Это так, чисто показать. А, ну да, сейчас вот мы вот это обойдем наверх, и Амга будет. Снизьте скорость. Снижаю скорость. Это уже подходы к Амге, ну. Есть еще просто Амга, это надо ехать на 8-ю туда. Я как-то даже ездил туда. Ну, я ездил в Алах-Юнь. Там, получается, как раз это до Амги доходишь, а дальше как бы дороги особо и нету. Ну, это куда вот у нас Эльдикан, Звездочка там. Там-то зимой-то есть тропа какая-то, ну, не знаю, я ездил на 6/6 с травом. Вот река тут за этим. А там, кстати, да, эти скалы, там и пещера какая-то есть. Ну, она такая, выглядит как пещера, но, по-моему, далеко там не пройдешь. Вот тоже, видите, место такое не обозначено знаками предупреждающими.
взлет. О, связь. Что-то подловила, да, возле Амги, значит. Ну да, мегафон. Ну, 4G нету, но прием появился, да. По телефону можно поговорить, наверное. Ну, это в УУ заработало, наверное, и здесь, потому что, ну, год назад не было, по крайней мере, мегафона. Оно, кстати, стало нормально и в Хатыми, там вот перед Титом тоже. Вот она, сейчас мы пересечем реку Амга. Ну, а поселок уже все. По-моему, никто тут уже не живет. Кроме вот моста отряд какой-то стоит здесь. Вот в створе тут мост делают. У них тут городок, все в солнечных панелях. Ну, может, это они, да, себе тут на вышку поставили. Городок всю. Пока, я так понял, они это основание строят. Тут он бурилки бурили. Ну, трубы забитые, опоры. Потому что мост, видите, уже, как говорится, какой-нибудь трал на Якутск соберется прокатиться с каким-нибудь трансформатором на 100 тонн. И мост может не выдержать. Ну, просел как это вот опора до моста, и это все уже. Хотя не, вот домик, там белье сушится, не знаю, там кто еще живет. Ну, мост уже, да, так. Судя по тому, как рядом строится, ну, по-любому еще его пару лет строить. А этот уже, оба-на, так себе выглядит. Ну и вот эти, если вы с Якутска идете, вот здесь вот место такое для катапультирования. Там с хорошей дороги на эти волны попадаете. Там даже видно, как вот видите, дорожное ограждение вот так вот волной. Ну, рельеф повторяют. Можно поймать прямо жесткую дестабилизацию на скорости. В общем, такие дела. Все, в общем, дело уже к вечеру. Что местного? 16:37. Ну, уже в 6 темно, короче. Ладно, в общем, всем удачи на дорогах. Как говорится, 1000 извинений, но кто дотерпел, ставьте плюсики.